В погонах и на боевом посту. Не женская на первый взгляд профессия оказалась очень даже женской отважным якутянкам. Республиканская Росгвардия провела конкурс красоты. Кого и за что лайкали болельщики, узнали наши корреспонденты. В Улан-Баторе торжественно открылся филиал музея и Центра Хамуса народов мира. Какие совместные проекты ждут Монголию и Якутию? Это новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Президент Владимир Путин посетил первый оперативный полк полиции Главного управления МВД России по Москве накануне 8 марта в четверг. Президент поздравил с наступающим Международным женским днем представительниц полка и вместе с ними сделал несколько кругов верхом по манежу. В качестве подарка Путин преподнес полку жеребца знаменитой русской породы Орловская рысистая по кличке Золотой Луч. Первый оперативный полк полиции столичного управления МВД является преемником конного дивизиона московской милиции, созданного еще в 1918 году, и несет ответственность за обеспечение правопорядка и общественной безопасности во время массовых мероприятий. А глава Якутии Айсен Николаев поздравил женщин с Международным женским днем. Он отметил, что 8 марта символизирует торжество любви, мечты и красоты. Праздник олицетворяет весну и несет новые надежды. Современные женщины активно проявляют деловые и профессиональные качества. Они не только воспитывают детей, создают в домах тепло и уют, согревают родных и близких бесконечной любовью, но еще и проявляют свой талант и способности на профессиональном поприще, говорится в сообщении. Единственный находящийся на борту Международной космической станции российский космонавт Олег Кононенко тоже поздравил женщин с Международным женским днем. Из далеких и холодных глубин космоса в адрес прекрасной половины человечества прозвучали нежные и теплые слова поздравлений. Дорогие женщины, искренне поздравляю вас с главным праздником весны, днем 8 марта. В этот день мы все признаемся вам в любви, нежности и преданности. Ведь это вы делаете нас счастливыми, пробуждаете в нас самые лучшие качества. Вы дарите нам новую жизнь, любовь, материнскую нежность и тепло семейного очага. Спасибо вам за то, что вы есть в нашей жизни, за заботу, которую вы дарите нам каждый день. И пусть каждый ваш день, а не только 8 марта, будет наполнен радостью, ощущением праздника, приятными сюрпризами и, конечно, нашим вниманием. С праздником вас! Внимание каждой женщине! Именно под таким лозунгом коллектив Ленского объединенного речного пароходства поздравил женщин Жатая. Такие мероприятия, проводимые пароходством совместно с Якутским институтом водного транспорта, стали уже традиционными и проводятся не первый год. Курсанты института отчеканенной походкой подходили к каждой, кого встречали на улицах поселка Речников, и рапортовали короткую поздравительную речь. Сказать, что акция с тюльпанами произвела фурор, не сказать ничего. Женщины Жатая были приятно удивлены утренним сюрпризом, как сказали виновницы праздника. С визитом представителей пароходства и курсантов у всех появилось предпраздничное весеннее настроение. А в Якутске сотрудники госавтоинспекции совместно с Общественным советом МВД по Якутии провели ежегодную акцию «Цветы для автоледи». В ходе мероприятия инспекторы останавливали автомобили, которыми управляли женщины. Однако вместо проверки документов девушки получали открытки, цветы и поздравления от руководства столичного ГИБДД. Кроме этого, сотрудники правоохранительных органов напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Акция продолжалась в течение всего дня. За время ее проведения девушкам вручили более 100 букетов и открыток. Дорогие женщины, руководство и личный состав столичной госавтоинспекции сердечно поздравляет вас с Международным женским днем. Пусть в вашей жизни постоянно будет этот день солнечный и теплый, как первый весенний месяц. Пускай постоянно вы будете получать подарки и море цветов, как сегодняшний Международный женский день. И пусть в вашей жизни постоянно будет царить весна и праздник. Поздравляем с 8 марта! Только спасатели службы спасения поздравили с наступающим Международным женским днем 8 марта прекрасную половину коллектива, как поступил вызов со скорой об оказании помощи в эвакуации. В парке культуры и отдыха города Якутска у мужчины возникли проблемы со здоровьем. Врачи оказали всю необходимую помощь, но хрупкие женские руки не в силах были донести пострадавшего до кареты скорой помощи. Дежурная смена службы спасения быстро приехала к месту происшествия. Спасатели дошли до пострадавшего, укутали и уложили мужчину на носилки и доставили пострадавшего к машине медиков.
Специфика этих профессий совершенно не женская. Тут нужна надменная физическая подготовка, сила, сноровка, реакция, умение быстро принимать решения. Женщина-полицейский и женщина-пожарный – это нестандартный выбор профессий для представительниц прекрасного пола. Но тем не менее в современном мире можно часто встретить женщину в погонах, в том числе и в Ленске. С женщинами, которые несут службу на боевом посту, охраняя покой мирных граждан и спасая людей в чрезвычайных ситуациях, встретилась Анна Кожевникова. Их служба и опасна, и трудна, особенно если погоны носит женщина. Но как часто прекрасная половина человечества выбирает профессии с мужским характером. Женщины встречаются даже среди полицейских. Например, Венера Буркина, участковый уполномоченный отделения МВД России по Ленскому району, в ее ведении центр города. Профессия Венеры была предопределена с детства. Девушка продолжила династию полицейских. Ответственно несет службу на своем боевом посту Венера вот уже 11 лет. Из них 8 участковым уполномоченным. Когда вот я только в участковую пришла, и меня сразу отправили на труп. Вот это мне запомнилось, да. И я же никогда на труп не выезжала до этого. Ну, как бы вот так отложилось. Причем труп был... труп был не криминальный, но он был на улице. И, естественно, весь день мы там были на улице, промерзли все, это было зимой. Работа участкового практически круглосуточно, ведь его могут вызвать в любой момент, если ЧП на его участке или поиск какого-то преступника. Всех своих отрицательных героев Венера знает в лицо. Находишься на административном участке, проводишь поквартирный обход, знакомишься с жителями своего административного участка. В праздничные дни за сутки бывает по 30-35 заявлений. Вот такая непростая специфика работы то в отделении, то на опорном пункте. Но рядом с Венерой всегда рисунки ее дочек, которые вместе с папой терпеливо ждут ее возвращения со службы. Муж Венеру поддерживает, а вот дочки отказываются продолжать династию полицейских. А эта девушка, напротив, с детства мечтала носить боевку. Мария оканчивает Ленский технологический техникум, где получает профессию инспектор пожарной безопасности. Сейчас проходим практику. У нас некоторые работают на толокане, девочки, некоторые по своим организациям нашлись. А здесь у нас мальчики проходят практику как пожарные, девочки-диспетчера. Но не об этом мечтала Мария, хотя частично ее желания уже сбылись. В прошлом году во время прохождения практики в 128-й пожарно-спасательной части Приморско-Ахтарска Краснодарского края Марию допустили к боевым действиям и на пожар, и на спасательные работы. Нравится, как остальные смотрят, так девушка на пожаре. Для них это непривычно. Когда мы выезжали на аварию, где ребенка вытаскивали из машины с переломами позвоночника, там было страшно. После окончания техникума Мария хочет получить высшее юридическое образование, а потом привести в исполнение свою мечту – стать настоящим пожарным или спасателем. Несмотря на то, что мужчины-наставники скептически улыбаются, услышав о ее намерениях, Мария уверена, нет ничего невозможного. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Управление Росгвардии по Республике Саха-Якутия подвели итоги конкурса «Краса Росгвардии Якутии». Его провели с помощью приложения Instagram. В фотоконкурсе приняли участие военнослужащие, сотрудники, гражданские служащие территориального органа Росгвардии. Победителя определили по количеству лайков. Участница, набравшая наибольшее количество сердечек, и заняла первое место. По итогам голосования оно досталось участнице Анжелике Куречко. Второе место досталось Алене Борисовой. Замыкает тройку лидеров Наталья Васильева, которая служит в якутском отделе вневедомственной охраны. Я участвовала впервые в конкурсе «Краса Росгвардии по Республике Саха-Якутия». И очень благодарна своему руководству и личному составу, что они проголосовали за меня. И не ожидала, что я займу третье место. В Монголии в Улан-Баторе торжественно открылся филиал музея и Центра Хамуса народов мира. До 2023 года Центр и новый филиал в Монголии будут работать над совместными проектами для развития органной музыки в Монголии и в Якутии. Филиал открыли глава Чингалтийского района Эрдинабад, президент Международного центра Хамуса народов мира Иван Алексеев и виртуоз-хамусист мира Спиридон Шишигин. И в рамках открытия нашего филиала
с 14-го филиала в городе Улан-Батор проводился конкурс хомусистов среди школьников города Улан-Батор. По 3 номинациям. Это первая номинация ансамбли, вторая номинация солисты и третья очень интересная номинация это руководители вместе со своими учениками. Сегодня отмечает свое 95-летие ветеран Великой Отечественной войны Слепцов Наум Трифонович. Это известный в республике шахматист, начал играть в эту игру в 10 лет и продолжает играть по сей день. Юбиляр является призером и победителем различных соревнований по шахматам, в том числе чемпионом Горного, Чурапчинского и Тампонского районов. Его воспитанники из Черкесской средней школы 3 года подряд занимали первые места в первенстве республики среди учащихся. За боевые заслуги и многолетний добросовестный труд Наум Трифонович награжден многочисленными правительственными наградами. Шахматы для меня очень большое значение имеют, потому что я в молодости был не такой уж всемирный, но после того, что начал играть в шахматы, я стал дисциплинированным и примерным человеком. Очень хочется, что достали в таком же состоянии дойти. Сегодня в столице республики открылся международный турнир по вольной борьбе среди юниоров, посвященный 70-летию Романа Дмитриева. В соревнованиях примут участие борцы из 13 стран. Это 160 спортсменов весовой категории от 57 до 97 килограммов. Турнир проводится в преддверии Кубка мира по вольной борьбе, который пройдет в Якутске уже 16-17 марта. В первый раз в этом году выступит сборная команда США, среди участников которой чемпионы и призеры чемпионата мира среди юниоров по вольной борьбе. Честь Якутии отстаивают 50 лучших спортсменов со всей республики. Сегодня проходят отборочные схватки, в ходе которых выявят финалистов. Сам же финал пройдет завтра, на нем и определят победителя всего турнира. Прямую трансляцию полуфинала смотрите сегодня в 18 часов на телеканалах НВК «Саха» и «Мамонт». Этот турнир, значит, в этой возрастной категории во всем мире он, значит, единственный. Обычно международные турниры проходят как бы среди взрослой категории, школьной категории, а вот в юниорской категории таких турниров очень мало. И вот этот турнир один из самых таких престижных. На этом пока все. До встречи в эфире.